Скорее просыпайтесь и настраивайтесь на главный национальный канал. В эфире программа «Новый день». Сегодня четверг, 7 ноября. Мы работаем в прямом эфире специально для вас и постараемся сегодня поделиться интересными новостями, которые вам будут полезными. Так, одной из новостей для тех, кто вдруг забыл. Сегодня 7 ноября, и в мире, я думаю, не боюсь даже сказать этого слова, отмечается памятная дата – День Октябрьской социалистической революции 1917 года. Этот праздник имеет уже давнюю историю, 102 года тому назад. Для любого человека, который родился в Советском Союзе и воспитывался в Советском Союзе, эта дата особенно важна. До 1991 года 7 ноября был главным праздником Советского Союза, носил название День Великой Октябрьской социалистической революции. А для тех, кто изучал историю уже в современной России, возможно, уделил недостаточно внимания этой вехе, стоит напомнить, что в ночь с 7 на 8 ноября, а по старому стилю с 25 на 26 1917 года в Петрограде произошло восстание, по сигналу которым стал выстрел крейсера «Аврора». Вооруженные рабочие, солдаты, матросы захватили Зимний дворец, свергли Временное правительство и провозгласили власть Советов, которая просуществовала в стране целых 73 года. Но вот никак не связан следующий праздник с датой, ну разве что только пострелять. Это 7 ноября для тех, кто любит адреналин в крови, побегать, поактивно провести время. Можно на природе, можно где-то в специальном помещении. В общем, сегодня день пейнтбола, причем российского пейнтбола. И впервые россияне смогли играть в эту увлекательную игру аж с 1992 года. Ну а сны, которые видели вы сегодня, к сожалению или к счастью, большого значения не имеют, не стоит обращать на них внимание, говорит нам лунный календарь. Важно, чтобы сегодня все ваши действия имели позитивную направленность, иначе мощная энергетика может разрушить все на своем пути. Бросать начатое не рекомендуется, желательно доводить все свои дела до конца. Что-то сегодня мы в ударе, прямо столько информации с утра. Ну, давайте теперь и от вас получим какую-то обратную связь. 8 914 279 22 62 – это телефон нашей студии. Отправляйте ваши сообщения, новости. Ну, а сейчас, по традиции, прогноз погоды от Катерины Винокуровой. Сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 11, минус 13 градусов. Днем ожидается минус 12, минус 13. В Заречье утром минус 10, минус 12, днем минус 9, минус 13 градусов. В южных Улусах минус 12, минус 13 утром, днем минус 15, минус 16. В Вилюйских Улусах минус 16, минус 18 утром, днем минус 15, минус 18 градусов. В Нижнеленских минус 16, минус 22 утром, днем минус 14, минус 24. В западных Улусах минус 12, минус 21, днем минус 15, минус 21 градус. В Колыме-Дигирских Улусах минус 16, минус 30 утром, днем до минус 7, минус 18. В Янских Улусах минус 16, минус 22 утром, днем минус 13, минус 15. В северо-западных минус 18, минус 30 утром, днем до минус 23 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 19 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный. Днем в городе Якутске температура воздуха составит минус 16, минус 18 градусов. Вот не могу я пройти мимо этого хлеба, который у нас в студии спокойный. Почему-то меня тянет от запаха этого хлеба стихи писать. Стёма стишок для Немигюнского хлебозавода. Немигюнский хлебзавод радость в дом ваш принесет, хлебушек душистый, сверху золотистый. Короче, я с них скоро буду за авторские слоганы брать хлебушек. Далее мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы, после чего снова с вами увидимся в нашей студии. Доброе утро! В эфире новости, в студии Юлия Великодная.
Расширение механизма электронной визы на Дальнем Востоке будет стимулировать экономический рост региона, позволит увеличить туристический поток, развивать новые направления туризма, создавать рабочие места. Такое мнение выразили федеральные эксперты, представители регионов и туристического бизнеса. Напомню, законопроектом предлагается дать туристам, прибывающим по одноразовой электронной туристической визе через Владивосток, право посещения всех дальневосточных регионов. Министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких ожидает, что мера может служить драйвером для увеличения турпотока в Якутию. Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема. Президент России Владимир Путин ранее раскритиковал противоречивые правила распределения бюджетных мест в магистратуре. Новую модель планируется применить в 2021-2022 учебных годах. Она, в отличие от действующей, пояснили в министерстве, нацелена на обеспечение спроса субъектов России на рабочую силу, а не на потребности образовательных организаций, находящихся на территориях соответствующих регионов. Счетная палата заявила о бесполезности программы капремонта. Реализация региональных программ капремонта многоквартирных домов пока себя не оправдала. Состояние жилого фонда не улучшается, сообщается в отчете счетной палаты. Среди причин недостаточны взносы и плохое управление. Результаты проведенного счетной палатой анализа говорят о том, что региональные программы капремонта, реализация которых идет с 2014 года, пока со своими задачами не справляются. Согласно данным Росстата и Минстроя, объем жилого фонда, имеющего износ от 66 до 70% и выше, не только не сокращается, а даже имеет тенденцию к увеличению. В налоговой инспекции пройдут дни открытых дверей с 7 и 14 ноября в столице региона по адресу 202 микрорайон, корпус 23. Все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам, налогу на доходы физических лиц. Специалисты расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании. Также можно зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщиков. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. В Устьянском районе открыт автозимник, связывающий райцентр с труднодоступным селом Уянди. На автомобильной дороге Усть-Куйга, Депутатский, Белая гора разрешено движение транспортных средств с общей массой до 3 тонн с минимальной дистанцией между машинами 70 метров. На следующей неделе планируется открытие участка автодороги Верхояние в направлении Батагай-Сакырыр. Но в Колымской группе районов стоит аномально теплая погода. Например, в Нижнеколымском районе река все еще не покрылась льдом. В Чурапчинском Улусе на трассе Колыма завершены работы по ремонту дорожного покрытия от Чурапчи до Телейского наслега. Проложен асфальт протяженностью 7000 километров. Дорога состоит из 5 искусственных сооружений, водопропускных труб, а также дорожных знаков. Усилиями подрядных организаций и строительного контроля объект досрочно введен в эксплуатацию. По плану работ у нас до 2022 года предусмотрено завершение всех участков, которые не имеют сегодня капитальных тип покрытия, до села Чурапча от Нижнего Бестяха. 4 объекта у нас уже на стадии проектирования, 3 объекта уже на стадии работы, не переходящие на следующий год. В целом, по плану работы до 2022 года мы должны дойти до Чурапчи с асфальтобетонным покрытием. Парад 7 ноября 1941-го. Сегодня в Москве на Красной площади состоится торжественный марш. Как и в прошлом году, с 10 до 10:40 по московскому времени запланировано прохождение по Красной площади 40 боевых машин времен Великой Отечественной войны. Вдоль Кремля пройдут воспитанники Московского, Суворовского и военного музыкального училищ, кадеты московских и федеральных учебных заведений, 600 артистов и 250 волонтеров. Отмечу, что в параде примут участие 4 ветерана-участника парада 41-го года. Самому старшему из них, Евгению Александровичу Ануфриеву, исполнилось 97 лет. Всего в Москве сейчас проживает 60 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Также на парад приглашены около 7 тысяч гостей, в том числе 1200 участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военной службы и правоохранительных органов.
В Якутии начинается подготовка к Новому году. В столице региона начали монтаж главного символа праздника – республиканской новогодней елки. На площади Ленина возводят каркас новогодней красавицы. Напомним, в прошлом году республиканская елка была высотой 19 метров. Ее украшали более 5000 шаров, 200 снежинок и 200 гирлянд. И горели на ней 36 тысяч лампочек. Как отметили установщики, в этом году возведут прошлогодний каркас, а вот как она будет украшена, пока остается в тайне. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир, и ставшая уже постоянной наша следующая рубрика «Вакансии» познакомит вас с последними вакансиями, которые предлагает Центр занятости населения города Якутска. Если вы заинтересовались этими вакансиями, вы можете обратиться по адресу Петра Алексеева 6/1 или на сайт Центра занятости населения. Итак, какие вакансии? Требуется машинист двигателя внутреннего сгорания 3-го разряда, профильное техническое образование и практический стаж работы в должности машиниста ДВС 2-го разряда. Электромонтер по обслуживанию подстанций 4-го разряда в линейный цех. Профильное техническое образование, стаж работы в должности электромонтера. Без вредных привычек, заработная плата от 56 тысяч рублей. Также требуется заведующий медицинским складом мобилизационного резерва, заведующий медпунктом. Стаж работы не менее 3 лет. Лицензия на осуществление медицинской деятельности, предусматривающая выполнение работ по медицинским осмотрам. Без вредных привычек, прием на работу по результатам собеседования. Заработная плата 30 тысяч рублей. Ну вот, пойду заведовать моб-складом, этими вещами, да? Иди. Можно, хорошо, спасибо. А вот еще полезная информация. В рамках исполнения 89-го федерального закона об отходах производства и потребления Министерство ЖКХ и энергетики Якутии путем проведения конкурсного отбора в прошлом году определило Якутской кассете в качестве регионального оператора центральной зоны Республики Саха-Якутия. Очень много споров и в средствах массовой информации о работе рекоператора. За последнее время мы видим улучшение качества работы, улучшение, и это видно в плане предоставления новых услуг. Так, частный фонд теперь охвачен в местах образования санитарных точек. Об этом мы поговорим с гостем нашей студии. Это Ирина Гриневецкая, начальник абонентского отдела Якутской кассети. Доброе утро. Доброе утро. Ну, если с вывозом мусора в городе, да, все более-менее понятно, то как обстоят дела в частном секторе? С мая месяца региональным оператором были образованы общественные санитарные точки на территории частного сектора города Якутска. В процессе реализации своей деятельности мы столкнулись с рядом проблем. В первую очередь это адресная принадлежность жилого фонда, установление количества проживающих граждан и также нежелание граждан оплачивать за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Стали поступать жалобы граждан по захламленности санитарных точек ввиду большого образования твердых коммунальных отходов. В октябре месяце нами было озвучено предложение для городских округов города Якутска по реализации пилотного проекта позвонкового вывоза мусора. Первым на наше предложение откликнулись Гагаринский и автодорожные округа. Нами были проведены разъяснительная работа с жителями частного сектора, а также и логистические исследования маршрутов в целях его оптимизации. Итак, с 1 ноября наш проект стартовал довольно успешно. Первыми нашу услугу получили жители Гагаринского округа. В процессе его реализации было вывезено порядка 10 кубических метров мусора. На следующий день нами был охвачен автодорожный округ. Вот как раз мы видим на экранах вот это, видимо, новые баки, да, вот куда складируют, да, население мусора, потом этот бак вывозится, да? Или как?
Изучив потребность крупных образователей отходов, мы с октября месяца начали производство и установку 8-кубовых бункеров для крупных образователей отходов. Первый бункер был установлен по адресу Короленко 2 ввиду сложности подъездных путей для мусоровозов. Далее мы предоставили бункер на крытый рынок. Там было большое образование именно крупногабаритного мусора. В целях организации общественной санитарной точки бункер был установлен на Покровском тракте, 10-й километр, остановка Пески, для нужд жителей частного сектора. И у крупнейшего садово-огороднического товарищества нашего городского округа «Соцсатал». На сегодняшний день данные бункеры набирают все большую популярность, и мы получаем положительные отзывы от потребителей. Как сегодня производится оплата за ТКО? Давайте начнем, наверное, с начисления. Начисление производится согласно утвержденным нормативам образования твердых коммунальных отходов Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики. Исходя из нормативов, начисление на одного жителя частного сектора составляет 93 рубля 64 копейки. Начисление производится исходя из количества зарегистрированных граждан. В случае невозможности установления количества зарегистрированных, начисление происходит исходя из количества собственников. Оплату граждане могут произвести во всех кассах Энергосбыта, отделениях Сбербанка, отделениях Почты России, а также в мобильных приложениях банков. А если договора нет, то как заключить его? Договор с региональным оператором согласно федерального закона 1156 и 354 постановления Российской Федерации не требует обязательного заключения на бумажном носителе. Он может быть заключен путем совершения контрабандных действий. В декабре месяце нами была опубликована публичная оферта в газете «Якутия». Но если кто-то из граждан желает заключить договор на бумажном носителе, он может обратиться к нам в абонентский отдел по адресу Орджоникидзе 33/1, 2 этаж, и мы заключим договор. А если, допустим, прописан в каменном доме, живешь в частном доме или наоборот, как здесь? Согласно действующего законодательства, человек оплачивает и по месту регистрации своей, и по месту имеющейся собственности. То есть и там И все равно там, и оплата там идет? оплата А имеются идет. ли какие-то льготы для жителей? К сожалению, на сегодняшний момент льгот на услуги ТКО не предусмотрено, но в случае наличия трудной жизненной ситуации граждане могут обратиться в агентство субсидий для оформления адресных субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Спасибо большое, Ирина, что подошли к нам в студию. Я думаю, что если вопросы останутся, обращаться непосредственно к вам, к региональному оператору или в агентство субсидий. И желаю удачи в том плане, что мусор действительно вывозился и качественно, и отлично. Спасибо большое. Удачного дня. А мы продолжаем. 2 года назад Владимир Климовский из Виа-Хотан, из Верхневилюйского дома-интерната в одночасье стал известным, когда принял участие в телепроекте «Ты супер» на НТВ. И вышел в финал. Сегодня он продолжает свой творческий путь, но уже не один, а со своими братьями. Все вчетвером они учатся в горно-геологическом техникуме поселка Хандага. Подробности далее. С тех пор ребята выросли, окончили школу и стали студентами горно-геологического техникума. Первым в прошлом году поступил старший брат Дима. В техникуме ему очень понравились комфортные для учебы и проживания условия. Поэтому, не раздумывая, позвал младших братьев Володю и Васю, а также названного брата Колю Петрова, с которым выросли в детдоме. В общежитии все хорошо, все благоустроено, можно чем заняться. В свободное время играем в теннис, готовим еду. С братьями все вместе живем в одной комнате. Играем на гитаре. Ну, как в детдоме все вместе делаем. Володя и Коля учатся на маркшейдеров, Вася на автомеханика, а Дима на бульдозериста. У ребят строгий распорядок дня. С утра занятия, после обеда каждый день репетиции в актовом зале. Они стараются творчески развиваться, писать песни, осваивать новые музыкальные инструменты.
общем, только 2 песни. Я начал писать вот недавно, только увлекся. Ну, когда нечем заняться, когда нечем заняться, вот, пишу. Либо когда в голову что-то такое придется. В техникуме ребята создали свою собственную группу «Тын». Сами они объясняют это так. «Тын», потому что мы живем музыкой. Это наша жизнь. Руководство техникума поддерживает ребят во всех их начинаниях. Братья уже планируют свое участие в разных конкурсах и фестивалях. Так что совсем скоро мы увидим и услышим новую группу «Тын» в исполнении бывших воспитанников Верхневилюйского детского дома, а ныне студентов Горно-геологического техникума поселка Хандыга. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. На днях делегация из Якутска под руководством Варвары Альбертовны побывала на первом съезде Олимпиады НТИ в городе Москва. Также база центра «Юные якутяне» является региональной площадкой для проведения финала Олимпиады НТИ для 5-7 классов, который пройдет 8 декабря. Финал впервые будет проходить у нас в республике. А нашей республике как раз было подано более 600 заявок на участие, и на второй тур прошло около 400 участников, что в процентном соотношении является одним из лучших показателей. Кстати, есть и ученик, у которого 100 баллов. Вот об этой Олимпиаде, о подготовке, об участниках с нашими гостями. Это Васильева Варвара Альбертовна, директор Республиканского центра «Юные якутяне». Доброе утро. И участник Олимпиады НТИ, что расшифровывается как национальная технологическая инициатива, Олег Катакинов. Доброе утро. Доброе утро. Ну, преимущества какие, да, участия в Олимпиаде, что она дает? Во-первых, есть одно единственное преимущество. Это когда ребенок старших классов, 11, например, или 10 класса, может сдать, например, один предмет на 100 баллов и поступить таким образом в любой вуз нашей страны. Это одно преимущество. Ну и кроме этого, второе преимущество – это, наверное, развитие своих каких-то компетенций. Почему? Потому что всего есть таких направлений более 10. Поэтому в этом отношении наши ребята очень себя, как скажем, прокачивают для того, чтобы эти компетенции как раз-таки нарастить. Ну вот у вас направление было кружковое движение. У нас, да, мы что поехали это? на первый съезд, он так и называется, первый съезд кружкового движения НТИ. И в этих рамках у нас были проведены более 8 больших сессий. Почему? Потому что 8 больших форматов работы было проведено не только с нами, со взрослыми. Мы все взрослые были экспертами, а дети у нас были участниками. Причем участники первого съезда сделали хорошие проекты и приняли свой манифест. А что это был за манифест? Что за манифест? Манифест – это о том, что они будут как раз-таки теми людьми, кто будущее будет продвигать, кто будет будущее в данное время претворять, ну и то, что они будут тем будущим, каким они планируют быть. У нас пройдет финальный этап этой Олимпиады. Что планируется? 8 декабря, как сказали, будет у нас финальный этап для 5-7 классов. Это очень отрадно. Почему? Потому что из 60 площадок именно наш республиканский центр был выбран региональной площадкой. Мы об этом тоже сказали. И кроме этого, преимущество то, что будет ребенок, который получит 100 баллов, то этот ребенок поедет на проектную школу, которая будет проводиться на территории нашей республики. На следующий год планируется, возможно, в нашем лагере как раз-таки проектная школа по НТИ, по кружковому движению. А что вот должны ребята обладать? Может, какими-то навыками, не знаю, чтобы принять участие? Вообще, каким-то направлением? Всего направлений, на те, что ездили Дима Алексеев и Олег Катакинов, было 7 направлений больших. Да? Это получилось, что это фиджитал-сеттинги, это работа с геймдевами, работа с разными видами обучения, в том числе и игра. Да. И с игровыми моментами, скажем. Геймдевы – это когда ты в игровом пространстве можешь моделировать свою, как бы скажем, реальность и ситуацию какую-то, да. Вот это первое. И следующее – это были малые поселения. Вот как раз-таки по малым поселениям мы получили мандат на претворение как раз-таки на нашей территории интересного проекта. Это будет связано с Energy-нетами и с аэронетами. Но об этом мы потом можем поговорить. А так еще были
Вот как раз Олег участвовал у нас на планетарном мышлении, он об этом сам расскажет. Да? Дима Алексеев у нас участвовал в «Люди-кентавры» или искусственный интеллект. Что такое люди-кентавры, это понятно же, да? Люди, которые обладают разными видами устройств. Кроме этого, еще и личные устройства. Это следующее направление было, когда можно вшивать биочипы и так далее, и управлять биочипами уже тем пространством, в котором ты находишься, открывать там двери, там, ну, что-то еще, скажем, да. Потом это было направление, одно из таких, наверное, важных, это когда вот команда нужно отрабатывать командно, и вот те кейсы, которые нам давались, они все были командные, и по ходу вот именно работы съезда у нас команды все поперемешались, хотя выбрали все направления вроде бы, но в конце концов у нас было порядка 15 проектов, которые должны быть реализованы на территории нашей Российской Федерации. Олег, а вот ты как принимал участие, какой у тебя был проект? Мне этот съезд очень понравился. Я был на планетарном мышлении. Сначала нас было всего где-то 12 человек, потом уменьшилось, потом опять прибавилось, и в общем осталось таким же количеством. Мы сначала думали над большой идеей, нужно было придумать миф для проекта, потом выбрали несколько направлений, разделились внутри группы и потом опять соединились. Мы придумали проект над тем, как переработать мусор, космический мусор, земной и океанический мусор. А также с помощью ДЗЗ можно определять, где пожары начинаются. То есть ДЗЗ – это дистанционное зондирование Земли. Вот с помощью этих технологий можно определять, где возникают ЧС, а также с помощью искусственного интеллекта можно предугадать. Ну, это уже нейротехнологии, поэтому мы не очень сильно в это дело усилились. Олег, какие у тебя дальнейшие планы? После учебы я хочу поступить в ДУФУ, либо IT, либо по профилю менеджмент. А после этого получить второе образование тоже из этих специальностей. Здорово. Ну, удачи тебе. Спасибо. Спасибо большое, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать успехов. Да, действительно, сегодня вот лично я узнал очень много новых слов. Люди-кентавры, для меня это было сегодня открытие. Спасибо, еще раз удачи. Ну а сейчас прервемся на короткую рекламную паузу. Оставайтесь. Сардагатыгар сууланан үйөрі көті ұғылдуғыл. Айығыттарбыт арыал. Лекітігер сөпті қамнас түрін үкігер екеннен бұқайысқаған ұлдығылар үлі тұлар кірістен. Россия сурьячыларын союғын чилиена тылбашыт. Саха Республикатын үтілі қартыға. Бұлатын ойынска атынан Саха Республикатын сударсыны биреметін лауреата Елена Слепцова Корсунна әл итін ғылжыта. Ал лукмас. Сәтіне 10 күнігер түрібілке киеге 5 шаска. Көрін көтітімәк. Махтал – это благодарность. Махтал – это любовь и забота. Махтал – это тепло и вкус. Махтал – наше сердце для вас. В торговом доме «Сэр-Беке» шикарная греческая соболиная шуба по очень приятной цене. Роскошь стала доступней. «Сэр-Беке». В магазине «Морозко» скидки до 6000 рублей с пары. Унты «Морозко» согреют вас в суровой якутской зимой. «Морозко» – качество, проверенное временем. Единственный магазин в торговом центре «Вавилон». «Морозко» – сказка наяву. Доргон дойду бессылыгар. Этинни токсус күнігер сақа театрыгар ыры аян, тыннақ музыка түйілгеді. Қотуғы қоғын жарағын пағылып, урата елғала ырылары. Билеттер тестерус комсайка атыланалылары. Жарағын пағылып, жора кейеті.
Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Со вчерашнего дня нас очень просят зачитать сообщение. К сожалению, как-то его упустили из вида. Нашу дорогую, любимую сестру Клавдию Алексеевну Тимофееву поздравляем с 75-летним юбилеем. Желаем всего самого наилучшего, здоровья, благополучия, семейного счастья. Пусть дети и внуки радуют вас своими успехами. С пожеланиями Стручковой, Шестаковой и Тимофеевы. Все, больше нет? С юбилеем. Больше нет. Хорошо. Если есть возможность, то пишите 8 914 279 22 62. А вот как настроиться на новый день? У каждого рецепты могут быть разные, и наши корреспонденты обратились с этим вопросом к жителям и гостям столицы республики. Получили вот такие ответы. Как ты себя настраиваешь на хороший день? Так, просыпаюсь, умываюсь хорошенько, бреюсь, слушаю музыку и иду на работу. С оптимизмом. На улице очень светло, солнечно, прекрасно. Когда в зал иду, должен идти. Вещи собираю, в рюкзак ложу. Все? Тренируешься, получается, да? Иногда. Только когда... Сегодня меня разбудил папа. Я сегодня должна была пойти, пошла на Олимпиаду по математике. И как ты? Как успехи? Мы заняли третье место. Утром у меня очень хорошая получается прогулка в течение часа до остановки. Это вас настраивает? Это меня настраивает на новый, хороший, позитивный день. Утром просыпаюсь, целую жену, зарядочку, приседаний и так далее. Поел и по делам. Утром просыпаюсь, жена готовит завтрак и все. Иногда я захожу в интернет и просто смотрю всякие картинки яркие такие. Я просто слушаю музыку. И все? Не завтракаешь? Конечно, завтракаю, как без этого-то. Зарядку делать обычно. Вы делаете зарядку? Конечно. Завтрак обязательно? Завтрак обязательно. Может, что-нибудь еще? Утром что-нибудь еще. Настроение хорошее. Настроить себя на позитив и дальше работать до конца. Да, я думаю, очень важно. Вчера заметно похолодало на улице. Очень важно оптимистично, с хорошими мыслями начинать свой новый день. Да, это хорошо. А похолодает скоро еще сильнее. Кстати, вот я прогноз погоды в Якутске глянул и как-то расстроился. Но не расстраиваются врачи, которым отменили возрастные ограничения по программе «Земский доктор». Теперь, если тебе 70 лет, тебя тоже ждут на селе и можешь получить 1 000 000, а со следующего года сумма увеличится. А программа вообще работает с 2012 года и позволила привлечь огромное количество специалистов на село. Подробнее далее. Программа государственной поддержки «Земский доктор» разработана правительством в 2012 году и направлена на привлечение молодых специалистов для развития и модернизации здравоохранения в небольших городах и селах с населением до 50 000 человек. На данный момент программой охвачены все регионы. В 2011 году окончила Республиканский медицинский колледж города Кызыла, Республики Тыва. И по объявлению однажды увидела объявление, что в поселке Тикси требуется фельдшера по земской программе, и решила поехать. И вот, работаю в Булунской центральной районной больнице, отделение скорой медицинской помощи, 6-й месяц старшим фельдшером. От руководства больницы получаем всю возможную поддержку, чем я очень довольна. И не жалею, что решила приехать сюда. Субсидия в 1 000 000 врачам и 500 000 фельдшерам предоставляется по программе «Земский доктор». В результате реализации данной программы в районах республики вырос уровень обеспеченности врачами. Приехал я в декабре 2018 году. Приехал я из северного города Норильска. Там я проработал 2,5 года врачом ультразвуковой диагностики. В Белую гору я приехал по программе «Земского доктора». Работается очень хорошо, люди очень приветственные, приняли очень хорошо. По приезду обеспечили полноценным жильем, благоустроенная квартира, кабинет оснащен, есть аппараты ультразвуковой диагностики, рентген-аппарата.
Программа выполнена земского доктора. Вот можно спокойно работать. Выплата предполагалась быть целевой, которая может быть потрачена на приобретение жилья, дома или квартиры, покупку земельного участка для строительства дома, постройку жилого помещения. Дом у нас двухэтажный, полностью с бруса, 6 на 8. Это сначала 6 на 8 было, потом на следующий год, в 2013 году, добавили 4 на 4 кухню. И тот же год построили гараж на две машины, 2 бокса. И постепенно уже начали по-современному сделали благоустройство. По факту за расходованием средств контроль не установлен, ведь предполагается, что работая в сельской местности в течение 5 лет, так или иначе средства будут потрачены на проживание. Я думаю, что единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей недостаточно, так как поселок очень труднодоступный, цены очень дорогие и к метеоусловиям трудно адаптироваться. А в центральных районах Якутии мои коллеги получают ту же сумму, а там все доступно. Всего за период с 2012 по 2018 года по федеральной программе «Земский доктор» привлечено на работу по республике более 700 медработников. В этом году планируется переселить в сельскую местность 119 врачей, 27 фельдшеров. На сегодняшний день заключено 57 договоров. Также в текущем году Владимир Путин при обращении к Федеральному собранию предложил снять возрастные ограничения в 50 лет для работников здравоохранения при переезде в сельскую местность. Алексей Лукин, Екатерина Соломова, Юргена Романова, Иннокентий Кривошапкин, Дикси, Белая гора, Намцы, Якутск. Радостная новость. В Гомеле, что в Белоруссии, с 28 октября по 3 ноября 2019 года состоялся чемпионат Европы по вольной борьбе среди лиц с нарушением слуха. Дата, где приняли участие наши якутские спортсмены. И у нас сегодня в гостях тренер сборной команды Республики Саха-Якутия по вольной борьбе среди лиц с нарушением слуха Василий Стручков. Доброе утро. И Сергей Николаев, чемпион Европы по спортивной борьбе среди лиц с нарушением слуха в категории до 57 килограмм с своей дочкой Дианой. И помогать нам в общении будет сурдопереводчик Елена Дмитриевна Скрябина. Доброе утро. Доброе утро. Ну, наверное, первый вопрос вам, Василий. Где и как проходили тренировочные мероприятия и уже непосредственно сами соревнования, какая царила атмосфера? Здравствуйте. Во-первых, тренировочные мероприятия происходили в Москве. Но мы в этом году в феврале месяце заняли первое место. Там еще ребят заняли некоторые вторые места, третье место и попали в сборную России. И летом 3 сбора делали тоже. Июнь, июль, август. И потом вот в октябре происходило в Москве сборы. И вот мы там еще по греко-римской борьбе. Первый боролись по греко-римской борьбе. Потом вот 2-го, 3-го мы вот на соревнованиях участвовали в Европе. Гомель, Беларусь. И Сергей занял первое место. Как вообще встречали Беларусь? Ну, в Беларуси встречали хорошо, что-то. Все нормально. Ну, там государство, 10 государств. И он первый боролся с этим турком. Турка выиграл. Вторую схватку сделал белорусом. И в полуфинале боролся украинцем, и в финале выиграл, армяна выиграл. И, все он выиграл чисто технически, 10-0. И стал вот чемпионом Европы. Вопрос к чемпиону Сергею, да? Ага. Как он давно вообще в спорте? И что помогло ему выйти в финал? Я спортом занимаюсь школьных годов. Потом вот 14 лет вот до сих пор занимаюсь спортом. Каждый год места занимаю по чемпионату России, 1, 2, 3.
И очень много травм было. И все равно продолжал тренироваться. Стараюсь дальше в будущем тренироваться и буду участвовать в соревнованиях. Ну вот возникает вопрос, да, в чем секрет спортивного долголетия, потому что вот перед нами медали, которые завоевал Сергей на сурдоолимпийских играх в 2009 году, вот они прошли в Китае, золотая медаль, и вот 2005 год, Мельбурн, В Австралии. да, тоже вот, да, в чем секрет? Успех. Это Олимпийских игр в 2009 году, когда я стал чемпионом. Ну, после этого очень сильная травма была. Потом очень много, во всех странах больше не участвовал, но старался, очень старался. И по весовым категориям тоже разные были. Состояние здоровья очень долго не вышел, и как-то резко получилось. Диана, а ты наблюдаешь за участием папы? Да. Как болеешь? Громко кричишь, там поддержишь, потом ты звонишь. С папой. Поближе. На видео. Записываешь на видео, да? А что о папе можешь сказать? Какой папа у тебя? Супергерой. Есть какие-то планы по ближайшим соревнованиям? В 2020 году хочу участвовать в чемпионате мира, и еще в будущем есть тут Олимпийских игр. Вот. Хочу попасть туда. Хочется пожелать удачи, новых спортивных достижений, чтобы все получалось, и Василию новых таких же борцов, которые будут занимать пьедесталы Олимпа, первые места. Спасибо вам за участие в нашей программе. Удачи. Отличного А мы дня. продолжаем. А у нас рекламная пауза. Оставайтесь с нами. Уважаемые жители республики, не упустите возможность приобрести новые квартиры на улице Строителей в городе Якутске. Звоните 459-359. Позабыли, не купили, только время упустили. Делаем умнее. Покупаем квартиру в строящемся доме на улице Полины Осипенко. Старт продаж. Сейчас самое время. АО ДСК 33 13 28. Аныгы үйететименен жени белем ремонтнах ыларкен келле. Высота туту компанията Алим Сити жилищный комплекс 2 очаратын тутутугар кирергитигер ыңырар. Билсер телефонгут 704 500 6. Сетинне 9 күнүгер. Өксөгүл агатынын культура кийниге. Сахасерин бастың аттыра. Бастакыха концертная программа. День рождения и снова. Акция продолжается до 10 ноября. Скидка на все 70, плюс еще 23%. Спешите! Будь готов к зиме с Ростор. Весь ноябрь. Акция в салонах «Торнадо». Большая зимняя распродажа и шанс выиграть 100 тысяч рублей. 16 ноября в Государственном театре оперы и балета единственный концерт зажигательных бурановских бабушек. Юбилейная ярмарка и гала-шоу фабрики Сардана. 50 лет, 50 подарков. 15, 16 и 17 ноября в Доме дружбы народов имени Кулаковского. Не упусти свой шанс. Получи подарок. А мы Добро продолжаем пожаловать в наш новый эфир. день, 7 ноября на календаре. Да, вот, кстати, очень интересный сюжет следующий. Как определить беременность в домашних условиях сразу после задержки? Очень просто. Необходимо только приобрести тест и использовать его утром, поскольку это самое подходящее для этого время. Более подробно об этом нам расскажет Жанна Бесчетного, старшая медсестра Центра охраны здоровья, семьи и репродукции медицинского центра города Якутска.
В настоящее время в России продаются 4 вида тестов. Это стрип-полоски, в которых положительный результат показывается 2 полосками, отрицательный – 1. На вторую полоску нанесен реагент, который вступает в реакцию с мочой и высвечивается цветовой пигмент. К сожалению, такие приборы чаще других показывают ложные результаты, поскольку могут быть изготовлены из некачественных материалов. Планшетные. Современные планшетные тесты укомплектованы емкостью для мочи и пипеткой для ее сбора. Несколько капель мочи помещаются в специальное окошко, и через определенный промежуток времени можно увидеть результат в другом окошке. Конструкция позволяет более равномерно распределиться моче по поверхности с реагентом, при этом к окошку практически невозможно прикоснуться пальцами и нарушить чистоту эксперимента. Такой тест имеет более высокую точность, чем стрип-полоски. Струйный тест на беременность удобен тем, что мочу не нужно собирать в отдельную емкость. Достаточно подставить прибор под струю во время мочеиспускания на 3 секунды. И женщины предпочитают приобретать струйные тесты из-за их точности и удобства. Электронный тест считается самым точным, хотя работает он точно по такому же принципу. Просто его дизайн и устройство более совершенны, поэтому риск возникновения ошибки максимально снижен. Благодаря высокой чувствительности диагностику можно проводить уже за несколько дней до предполагаемого срока менструации. Прибор можно опускать в емкость с мочой или подставлять непосредственно под струю. Результат будет показан на цифровом экранчике буквально через 2-3 минуты в виде знаков плюс или минус, или смайликов, или надписей. При задержке месячных к врачу-гинекологу нужно обратиться в любом случае, ведь есть и другие причины нарушения. Это стресс, гормональный сбой, воспалительные заболевания, прием определенных лекарственных средств. После определения беременности вас ставят на учет. Для того, чтобы собрать анамнез, врач будет задавать вопросы. Такие, как дата последней менструации, хронические болезни, аллергия, наследственность, болезни родственника со стороны мужа и ваши. И, конечно же, вас направят на анализы. Ну а мы рады зачитать еще одно сообщение, которое поступило на наш WhatsApp номер. Дорогую Ульяну Ильиничну с юбилейным днем рождения поздравляем. Желаем крепкого здоровья, счастья и любви. Мы тебя очень-очень любим. С наилучшими пожеланиями, семья Трубиных, далек Минска. Ну а сегодня в кинотеатрах мы увидим премьеру фильма ужасов под названием «Доктор Сон». Экранизация Стивена Кинга, романа Стивена Кинга, продолжение фильма «Сияние». Что обязательно нужно знать перед просмотром данного фильма? Об этом расскажет киноафиша, которую любезно подготовила Катя Винокурова. Когда я был маленьким, существовало одно место. Смотрите сегодня в кинотеатре «Лена» экранизацию романа Стивена Кинга «Доктор Сон». Его закрыли. Фильм – прямое продолжение «Сияния», в котором главным героем является уже повзрослевший Дэнни Торренс. Привет, Дэнни. «Сияние» Стивена Кинга было опубликовано еще в далеком 1977-м, но уже через 3 года по книге вышел фильм, снятый самим Стэнли Кубриком. Несмотря на то, что Кинг не был доволен адаптацией и конечным результатом, критики и зрители встретили фильм более чем восторженно. Проект считается эталоном психологического триллера, одним из лучших мистико-психологических Не знаю насчет ужасов за всю волшебства. историю кино. Я всегда называл это сиянием. События фильма «Доктор Сон» происходят через 40 лет после Мир тех жутких — это дней, что голодное Дэн место. Торренс провел в отеле Опасное место. «Оверлук» в «Сиянии». Несмотря на то, что он все еще глубоко травмирован тем, что пережил в детстве, в душе он пытается создать некое подобие спокойствия. Но эта хрупкая видимость равновесия разбивается вдребезги при встрече с Аброй, храбрым подростком с удивительно сильным сверхъестественным даром под названием «Сияние». Интуитивно догадавшись, что у Дэна есть такие же способности,
девочка обращается к нему. Чистота души Абры и ее бесстрашное принятие сияния заставляют Дэна снова воззвать к собственным силам и бросить вызов страхам и пробудившимся призракам прошлого. Поиграй с нами. Сейчас и всегда. Привет, меня зовут Вита, а это наша сумасшедшая семейка. Также смотрите сегодня фильм «Успех», основанный на реальной мечте. Но взрослым всегда чего-то не хватает. Когда-то Лиза и Артем были дерзкой рок-группой, мечтавшей покорить мир. Но после рождения дочери Виты им пришлось забыть о творчестве. Лизу никогда не отпускала музыка, и когда появляется шанс в Америке, она оставляет семью и уезжает. Теперь Артем растит дочь один, перебиваясь случайными заработками. Однажды ему приходится поступиться своими рокерскими принципами и спеть российскую попсу на корпоративе. Слов одного хита Артем не знает, но неожиданно выручает дочь, исполнив песню за него. Их экстравагантное выступление собирает миллионы просмотров в интернете, чем привлекает внимание известного продюсера. Мы играем только панк-рок. Ты будешь играть свой панк-рок? Что из этого выйдет, узнаем уже сегодня. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Нам скоро мама приедет. Мы больше никого не ищем. Заказывай такси и проваливай. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. 19 октября в городе Комсомольск-на-Амуре состоялся бой в весовой категории 77 килограмм за пояс МФП Федерации панкратиона. На ринге встретились уроженец Тампонского района нашей республики Узаир Абдураков и хозяин турнира Илья Гаджий. Встреча завершилась победой якутянина в первом же раунде. И сегодня чемпион в нашей студии вместе со своим тренером Иваном Хлопковым. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Доброе утро. Узаир, непосредственно первый вопрос к вам, да, за битву, эту битву афишировали как битву непобежденных, да, для вас, либо для вашего соперника, это должно было бы стать официальным поражением в спортивной карьере, да? Да, везде писали, как бы, будет борьба за ноль, как бы, кто же проиграет, но я насчет этого вообще не думал, вообще не парился, как бы. Не сегодня, так завтра я тоже могу проиграть, как бы, насчет этого не думаю. Понятно, что это месяцы, а то и годы усиленных тренировок, подготовок. А что еще вам помогает оставаться непобежденным? Как бы даже не сомневался, как бы, в своей победе, потому что я упорно трудился, как говорится, упорный труд все перетрут. Я упорно трудился, готовился к этому бою и как бы даже не думал, что я проиграю. Только к победе был готов. Со скольки лет уже занимаешься? В детстве я занимался вольной борьбой. И вот 3 года занимаюсь уже ММА. Вот про этот бой я читал лично в интернете. И там, значит, был спорный момент сразу перед началом по весу оппонента. Как потом разрешилась эта ситуация? Да, разница была в 2 килограммах. Он не мог загнать 2 килограмма последние. А я был весь, я особо даже вес не гонял. И Ивана Хлопков не хотел пускать на бой. Потом я его уговорил выйти на бой. На следующий день взвешивания. Тот тоже не согнал вес и без желтой карты, как бы. И вот так решились подраться. И именно все-таки бой был? То есть он состоялся, то есть не техническое было? Состоялся бой, да. Состоялся бой, да. Разница в 2 килограммах была. На следующий день он набрал порядка 10 килограмм. А я меньше весил, чем весил на взвешивании. Иван, ну вот как сам прошел бой, как тренер, как оцениваешь, как участвовал Узаир? И что, да, можно сказать о сопернике? Ну, Узаир, грубо выражаясь, он трехэтапный сборы прошел. Первый этап тут, Якутский, второй этап в Дагестане, потом, и третий подвязающий этап тут, Якутский, акклиматизация была. Ну, все сделал грамотно, к чему готовился. То, что он говорил, говорит сейчас в данный момент борьба за ноль, меня это очень сильно волновало. Ну, на самом деле меня волновало здоровье моего спортсмена, моего брата, ученика. Как-никак, наш вид спорта очень жесткий. И разница 2 килограмм
Ну, это только на весах. А еще после этого ребята же восстанавливаются же, набирают то, что кто согнал вес. А Илья Гаджей, он же спустился сверху, то есть он с 87 где-то, с 88 гоняет вниз на 77. А мы, наоборот, поднялись с 70 килограмм на 77. Поэтому я сильно рисковал его здоровьем, поэтому я не хотел его пускать на бой. Ну и второй момент был Шердок, это мировая матрица бойцов, где у него стоит рекорд 11-0, а у соперника стоит 7-0. Ну, этот 0 меня очень тоже волновал. Но тем не менее на ринг Рискнули. Ну да, рискнули, конечно. Было тяжело соглашаться на бой. Мне было лично очень тяжело. Ну, получилось так получилось. Вот этот чемпионский пояс, он уже окончательно закреплен за Узейром? Или будут еще в перспективе бои, где этот пояс может перейти к другому? Именно в этой организации, если про МФП, это наши друзья во главе Дмитрия Александровича Коньковым. Он давно работает в Якутии, с якутскими бойцами. Да, сейчас в данный момент на 77 килограмм неоспоримый чемпион Узейр Абдураков. Ну, будет защита. Защита будет. Пару боев точно будет, даже не 3, если будет. Ну, тем не менее, 77 килограмм пояс организации МФП в Якутске находится. Узейр, расскажите немного о себе. Вы родом из Тампонского района, да? Родом из Тампонского. Родились там, да? Нет, родился я, точнее, в Дагестане. Ну, вырос в Тампонском районе, можно сказать. А как так получилось, что... А у меня старший брат там. Старший брат там живет, так он забрал меня туда. Потихой перебрался в Якутск, потому что там как бы спарринг-партнеров нету, таких как в Якутске. Потихо перебрался в Якутск, вот 3-й год как в Якутске уже живу. И как вам в Якутске? Все хорошо, как переехал в Якутск, сразу познакомился с Иваном Охлупковым. Спросил у ребят, кто тренирует, кто помогает бойцам находить бои, кто может по любителям бои дать, потому что у меня профессионалом боев не было, я искал по любителям бои. И мне сказали, и меня познакомили Иваном Охлопковым. Потихо так и перебрался в Якутск. А почему вы пошли именно вот в такой, можно сказать, жестокий вид спорта? Что в борьбе не остались? Честно сказать, для меня это не жестокий вид спорта. Как бы я от этого удовольствие получаю. Не знаю, как другие. Для кого-то это дико, грубо говоря. Но для меня это не дико. Как бы. Есть какие-то планы вот на ближайшее? Есть. В ближайшее время уже в следующем году попасть в какую-нибудь мировую арену. Не останавливаться на достигнутом. Ну, дальше будет видно. Пока просто будем ждать новых предложений. Спасибо вам большое за участие. Хочется пожелать, опять же, спортивных успехов Узейр тебе, Ивану, новых последователей, новых подопечных, которые будут тоже достигать пьедестала на таких площадках, как, вот, допустим, МФП. Спасибо, удачи. Ну а мы с вами прощаемся до завтра. Напомню, сегодня в городе Якутске днем температура воздуха составит минус 16, минус 18. Одевайтесь теплее. Ну а далее встречайте наших коллег.